Хорош. Этот зрелищный бросок стал решающим в финальном противостоянии между Тамерланом Дзауровым и его соперником из Москвы. Счет 5-1, и победителем первенства мира по грэпплингу в весе 73 килограмма становится спортсмен из Ингушетии. Каждая схватка далась нелегко, вспоминает Тамерлан. На таком престижном турнире нужно было показать максимум своих сил и возможностей для победы. Там у меня должно было быть 3 соперника. Первый круг я прошел свободным, и потом я в полуфинале дрался с представителем Казахстана. После я дрался с тем, с кем я дрался на первенстве России. Как я на первенстве России занимал позиции и выиграл по баллу. В полуфинале Тамерлан также смог без особых усилий одолеть грэпплера из Казахстана. В московском турнире принимали участие порядка 300 спортсменов из более 30 стран мира. Конкуренция была большая, а значит, золотой медали предшествовали долгие и упорные недели и месяцы тренировок в родном зале. Боец реализует себя в смешанных единоборствах и решил попробовать свои навыки в грэпплинге, осознавая всю пользу этого вида спорта. Самое главное – не спешить. Грэпплинг очень хитрый вид спорта. Он помогает тебе, да, в бою, допустим, на ММА, если бойтинг? Ну да, если у тебя нет борцовской базы и грэпплинга, то ММА теперь делать нечего. В любом случае мне это понадобится в своей личной жизни, чтобы постоять за себя, за свою семью и так далее. Победа Тамерлана Дзаурова на мировом первенстве по грэпплингу среди юношей имеет большое значение для ингушского спорта, отметил президент Федерации смешанных единоборств региона Ваха Шанхоев. До этого только один представитель нашего народа становился первым в мире по этому виду спорта. Путь был нелегким, так как за плечами первенства республики, СКФО и всей России. На мировых соревнованиях Тамерлан смог на 100% выполнить поставленную задачу, подчеркнул тренер. Конечно, мы привлекали и хороших грэпплеров с республики. Нам помогал и Хашигульгу Илес, грэпплер. Тоже, у него тоже брали кое-какие уроки по грэпплингу. Но в основном готовили в своем зале. Вот. Делали акцент на основном на вольную борьбу и на то, чтобы не попадаться на болевые или удушающие приемы. И получилось так сделать. Мы боролись и аккуратно провели все схватки. И вообще можно сказать, без угрозы для нас получилось выиграть. Это очередная громкая победа в копилку ингушского спортсмена. Летом этого года боец смешанных единоборств Тамерлан Дзауров стал чемпионом мира по ММА в Болгарии. Тогда наш земляк провел 6 боев и заработал больше всех очков на турнире. 2021 год стал успешным в карьере Дзаурова, и впереди задача повысить планку на пути к новым высотам. Микаил Тангиев, Мухаммад Белакиев, Новости 24.